Я подписал контракт 11 июня и попал 20 числа уже. Здесь находился на передке. Проходил обучение в самом Якутске. Там нас хорошо обучали ребята. Показали все как есть, как надо. Сюда прибыли уже более, как сказать, мужиками, можно сказать. Ну, уже знающими свое дело, что мы идем на войну, в СВО. Там умирают, погибают люди. 11 числа, 20 уже здесь был. А почему ты решил, почему ты принял такое решение пойти на специальную военную операцию? Как сказать? Можно сказать, патриотизм. Я хотел помогать ребятам. Я видел по интернету, по ютубу, как там люди страдают. И, может, подумал в себе в глубине, там, может помочь ребятам пойти, поддержать их. Хотя бы просто присутствием рядом. Можешь вспомнить свои первые дни пребывания на СВО или, может быть, первый бой? Какие у тебя были эмоции, чувства, мысли? Да, это было в первом месяце, когда мы проходили ротацию с позиции. Там, когда мы ровно, когда подъезжали домой уже к прописке, подлетела камикадзе. Мы сперва думали, штатная ситуация, там где-то камикадзе летает. рэп нас защитит, подумали. У нас были свои винтовки, автоматы. К сожалению, не защитило, но мы спаслись, слава богу. Вон там был мой первый, можно сказать, такой ознакомительный процесс с жестокостью СВО. Скажи, пожалуйста, что ты вкладываешь для себя в понятие таких слов, как патриот и патриотизм? Патриот – это человек, как ты и я, стоящий здесь. Главное, что присутствовать и работать, помогать стране и делать все, чтобы наша страна возносилась вверх. Ты уже думал о том, что ты сделаешь в первую очередь, когда вернешься домой с победой? Да, думал. Поступлю на учебу, окончу медицинский институт и дальше поднимусь до военного медика. В прошлом году я подписал контракт, это было осенью, и так как все мои друзья, земляки, все участвуют на СВО, так как я тоже, как бывший военный тоже, и на стороне не остался, и также решил пойти на СВО. Можешь вспомнить свои первые дни пребывания на СВО, может быть, первый бой, вот когда ты уже попал и понял, что вот оно? Первый бой мы с населенного пункта на точку шли, и там нас, как говорится, накрывала артиллерия, минометка, кассетными там стреляли нас. Вот это день я, как помню, такой момент. Угу. Есть такое понятие, как боевое братство. Вот что для тебя значат эти слова? Боевое братство, конечно, у нас есть. Мы друг друга поддерживаем и в быту, и в бою, конечно, в первую очередь. Только таким образом мы все едины. Что ты для себя вкладываешь в понятие патриот? Патриот это боец, человек, который любит свою страну, своих родителей, как можно сказать, своих командиров, за страну свою. И такой вопрос. Ты уже думал о том, что ты сделаешь в первую очередь, когда вернешься домой с победой? Да, я думал, конечно, хорошо отдохнуть, выспаться, поесть, как говорится, мясо, рыбу, и в баню сходить, естественно. Так получилось, что я, в общем-то, смотрел в тот день телевизор и как раз попал на заседание Совета по безопасности, где наш президент объявил, что, спрося у всех членов Совета безопасности, что, мы начинаем специальную военную операцию по освобождению Донецкой и Луганской республики. Я, в тот момент, началась мобилизация, и я был просто удивлен, и, как сказать,
Я не мог понять людей, которые сразу побежали за границу. Стали убегать из своей страны, которую надо защищать. Потому что если не мы, то кто? Другой дядя не придет защищать. Я проживаю в данный момент в Москве и 3 раза ходил в военкомат, и 3 раза меня все, мы вам позвоним, мы вам сообщим, вот ноябрь, январь, февраль, все не сообщает. Я позвонил в город Якутск, ребятам они сказали, приезжай, у нас есть отряд, Баатур, сейчас вот они подготовку проходят, и с ними попадешь. Я приехал в Якутск, 2,5 месяца верой и правдой занимался, и в итоге был подписан контракт 26 июня с Министерством обороны, и я оказался здесь. Можете вспомнить свои первые дни на СВО? Какие были мысли, чувства, эмоции? Естественно, вот хоть я на сегодняшний день нахожусь здесь уже практически 16 месяцев, но все вот эти чувства, переживания, в голове много было вопросов. Первый вопрос, справлюсь ли я? Ну, то, что зачем я здесь оказался, конечно, это вопрос не стоял, потому что, ну, если не мы, то кто? И заключив договор с Министерством обороны, ты уже практически себе не принадлежишь. А режим здесь в жизни, ну, вообще очень такой, как бы я сказал, спартанский. В любой момент могут поднять, что-то куда-то ехать, везти, что-то грузить, разгружать. Ну, в общем, поначалу было, конечно, очень тяжело и вообще непонятно, как в таких условиях можно жить. Ну, потом со временем все, как говорится, втянулся, и уже на сегодняшний день вообще вопросов никаких не возникает. Сказали, встали, поехали. Сказали, разгрузить, пошли разгружать. Сказали, загрузить, пошли загружать. В общем, на данный момент все нормально. Вот вы здесь уже 16 месяцев. А на ваш взгляд, человек может привыкнуть к жизни во время боевых действий? Да вы знаете, я думаю, что навряд ли человек может привыкнуть, потому что, ну, это, во-первых, для человека, для его существа это уже ненормальное состояние войны. Вот. Тем более, я говорю еще раз, вот повторюсь, что здесь уже практически ты себе не принадлежишь в любой момент. Будет команда «подъем», и ты обязан просто ее выполнить. Должен быть готов, одет, обут, с оружием. Поэтому нет, конечно, человек, хоть и говорят, что, как говорил один полярный исследователь, человек привыкает ко всему, только к холоду привыкнуть нельзя. Но все-таки его слова, если перефразировать, то человек и к войне он не может привыкнуть. Почему вот мы, собственно, эта война и идет, не война, вернее, а специальная военная операция, только для того, чтобы люди могли жить в нормальных условиях. Так, как должен жить человек. Что вы для себя вкладываете в понятие патриот и патриотизм? Ну, патриоты и патриотизм, я думаю, что хоть вроде бы как бы они и громкие слова, но это, в общем-то, человек, это его повседневная жизнь. С детских лет, как вот тебе родители заложили, любовь к своему дому, к родителям, к той земле, к тому городу, поселку, неважно, где ты живешь. Заложили тебе любовь, и ты эту любовь несешь через всю жизнь, не изменяя и не предавая. И в трудную минуту, особенно, да, вот эти вот боевые действия, вот здесь, собственно, и проявляется весь человеческий дух, человеческая любовь к родине, к большой и малой. Вот это, я думаю, и есть патриотизм, когда ты не убегаешь, не прячешься за чужие спины, да, умирать никто не хочет. Но это война, и это свобода в будущем, после победы. Это будущее наших детей, внуков, ну и правнуков. Может, у меня скоро появится. А почему или по кому вы больше всего скучаете из мирной гражданской жизни? Ну, во-первых, скучаю по мирной гражданской жизни. А будет мирная гражданская жизнь, ну, конечно, и дети есть, хоть они уже и взрослые люди, самостоятельные, состоявшиеся. Есть внуки, которых, конечно же, надо с ними жить, чтобы они знали, что у них есть дедушка, а не потом по фотографиям и по рассказам чьим-то. Вот поэтому скучать. Ну, в общем-то, конечно, по всем скучаешь. И по мирной жизни скучаешь, и
по встрече с друзьями, с близкими, с родственниками. И скучаешь, естественно, конечно, по нормальной жизни. Когда знаешь, что ничего тебе не прилетит, никакой дрон, никакой снаряд. Можешь ложиться спокойно спать, так же и спокойно просыпаться. Попал я сюда добровольцем, еще с 22 года воюю. Вот здесь уже второй раз пришел, на полгода подписал уже. Вот по приезду сюда в первый случай попал сразу под Камик, когда выходили с ротации. Ехали вот с нашим соколистом, и на цели показала шкалу 8, и он резко сзади нас появился и скинул нас с моста в болото. Ну, все живые, никто не раненый, все спокойно добрались до дома. Для меня патриотизм – это защищать родину свою, своих близких, отдать честь, отдать долг родине своей, защитить ее, чтобы никто, как это сказать правильно, не сомневался в нашей родине, в нашей могучей силе России. Победа будет за нами. Как сказать, у меня одноклассник умер. И после этого на следующий день пошел уже подписывать контракт, с Бодром. Но сперва до этого очень долго думал, ну и пошел. Как твои родные и близкие отреагировали на то, что ты решил пойти на спецоперацию? Ну, отец против не имел. Ну, мать, конечно, пыталась остановить, но ничего. Можешь вспомнить первый день или первый бой вот, уже на специальной военной операции, когда ты понял, что ты попал именно туда, где происходят настоящие боевые действия? Да, это было с моим другом, с братом, с Бураном. Стояли на МП, и подлетел 2 камикадзе. Рядом рванули оба. Ну ничего, нормально. Что ты в тот момент испытал? Удивление, страх, недопонимание? Ну, первый раз это было, страшно, и когда камикадзе над головой кружится, это начинаешь уже вертеться туда-сюда, и все равно должен думать, что не должен двигаться, он начинает фиксировать тебя, твои передвижения из-за этого. Стояли, Буран сидел, у Бурана над головой он стоял, и рядом рвануло. Скажи, пожалуйста, что в твоем понимании значит слова патриот и патриотизм? Патриот и патриотизм. Ну, как сказать? Мы одна большая семья, мы должны все равно друг другу помогать там, туда-сюда. Как ты думаешь, человек вообще может привыкнуть к войне, к боевым действиям? Человек может ко всему привыкнуть. И и к войне, и ко всему, все что угодно. Главное это все перебороть, и все. Скажи еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, тебе здесь снятся сны? Сны? Сны бывает, да, снятся на гражданке. Что чаще всего снится? Ну, с друзьями, там, с родными, встречи. И последнее. Ты уже думал над тем, что ты сделаешь в первую очередь, когда вернешься домой с победой? Об этом еще еще не думал, но планы есть на будущее.